Ассалам алейкум, добрый вечер. Добрый вечер, всех приветствую. Сегодня 6 июля 2020 года, с вами снова я, Аслан Арцуев. Сегодня у нас будет очередной прямой эфир, в котором мы обсудим ситуацию с убийством политического иммигранта Мамихана Умарова, известного как Анзор с Вены. Приветствую всех. Так, скажите сразу, как со звуком, как с изображением у нас дела? Четко все, все отлично. Так, ва алейкум салам, Вилпас, несущий мир, Чинго, дух свободы, Нохчи Уолд, Ибраим Кацигов, Владимир Рабинович. Всем салам алейкум, ва алейкум салам, всех приветствую. Владимир Рабинович, вам шалом. Так, август, 6 августа Черей. И салам алейкум, ва алейкум салам, Машволь, несущий мир, Аслан Лорс, Машвойль, Ибрагим Алханов, ассаламу алейкум салам. Всех приветствую. Вчера был убит, да, в Вене человек, который был известен как Анзор из Вены. Это очень трагическая весть для нас. Выражаю глубокие соболезнования. Дал геш дуэль, дал иман собор дуэль, дал газу теауэле, дал деф алуэле. Но, что можно сказать? Вроде не зависает эфир, все нормально. Он знал, что его могут убить, он об этом говорил, он их вызывал. Ну, как обычно, никто не приезжает на встречу так открыто, да? Если они приезжают на встречу с вами там разобраться, то, конечно же, это было бы по-другому. Все делается из-под тишка, как всегда на Руси велось. И самое главное, сейчас начали везде опять писать, что Анзор из Вены, Мамихан Умаров, был критиком Кадырова. Ну, почему-то такое впечатление, когда мы здесь сдаемся, получаем политические убежища, получаем документы, нам там РУС пишут против нашей воли. Deutsche Welle говорит, что критик Кадырова, критик того-то. Ну, такое впечатление, у всех амнезия какая-то. Как будто Кадыров свалился с неба, Чеченская республика, независимое государство, независимая республика, что мы живем в своей стране, и тут какой-то там тиран Кадыров делает. Это неправда, абсолютно. Все, кто покушается на Золотого, все, кто покушается на Кадырова, все, кто покушается там на других этих мерзавцев, которые являются из окружения, из банды, близкой банды Путина, все покушаются на Путина и его систему. И в России есть люди, которые против этой системы, да, и не только так называемые либеральные оппозиционеры, что системные, что не системные. Меня больше всего вот задело, беспокоит, что говорят о том, что Анзор был врагом Кадырова. Да, он критиком Кадырова был, он говорил не только о Кадырове, если так говорить, да, большую часть времени он ругал и говорил о Кадырове, но он всегда подчеркивал, что это прислужники русских. Ну, почему-то ни Deutsche Welle, ни BBC, ни другие почему-то себя не удосужили это назвать его врагом там России. Короче говоря, что я хочу сказать. В случае, если произойдет то же самое со мной,
то ни в коем случае меня не называть кадыровским. Это не мой уровень быть кадыровским врагом. Кадыров клоп с русского ватника. Пожалуйста, Deutsche Welle, BBC, всем покажите вот это мое видео. Скажите, Кадыров клоп, я не враг клопов. Я враг фашистов и террористов из Кремля, из фашистской России. Из путинской фашистской России. Поэтому это так, на всякий случай. И вы везде говорите, нигде не подчеркивайте и не говорите, что враг Кадырова. Да, он был ярым критиком Кадырова. Ярым критиком Кадырова. И это был единственный настоящий независимый критик Кадырова, которого сейчас не стало. Он владел информацией, очень ценной, полезной, я уверен, следствие у него эту информацию уже получило, она есть на бумаге. И тот, кто убил Анзора Мамихана, будем его по имени называть, Мамихана Умарова, тот не выстрелил в Анзора. Точнее, он выстрелил в Анзора, но он выстрелил сам в себя. Никто его не освобождает от преступления, которое он понесет в соответствии с чеченскими законами. Да, на территории Вены, на территории Австрии он совершил правонарушение, и этот человек уже задержан, слава богу. Он понесет тяжелое, тяжкое, но я думаю, он получит пожизненный срок. И сколько бы миллионов ему не заплатили, этот человек сгниет в этой тюрьме. Но если же ему удосужится выйти, а даже если ему не удосужится, родственники Мамихана Умарова, конечно же, предъявят этот счет. Более того, в соответствии с нашими законами, с государственными нашими законами Чеченской Республики Ичкерия, он совершил преступление, человек, который бежал от оккупационной власти и убил его там. Но это уже отдельная история. И да, мула Анзор газу тяу Мамихан газу тяу де алхилау. Анзор очень нелицеприятно и матом выражался, что категорически нельзя в чеченском обществе. Но он это делал не потому, что он не уважал чеченские адаты, чеченские законы. Наоборот, он всегда подчеркивал, даже в своих стримах, не говоря уже в личных разговорах там с кем-то, подчеркивал, что это да, это я понимаю, что я говорю мой язык, ну как бы не красив, да, если дословно перевести с чеченского. Но я это делаю не потому, что не уважаю законы. И он как бы чувствовал себя виноватым этим. Ну какие бы преступления он не совершал, тот человек, который послал этого убийцу, и этот убийца забрали все грехи. Мы мусульмане, мы верующие люди, мы верим, то, что все грехи, которые были на Анзоре, и этот мат, и может быть были какие-нибудь и другие грехи, все эти грехи он с него забрал. Анзор не делал ради себя ничего, он говорил о том, что у его брата убили, что его маму пытали, очень жестоко пытали. Он говорил не только о своих родственниках, он говорил о других родственниках. Он говорил об убитом, от убитом 8-месячном ребенке, лично застреленным Кадыровым. И многое-многое чего. Он говорил за всех нас. Да, лазу от обалдольцу. Он говорил на их языке. Он говорил так, как они это понимают. Да, лазу от обалдольцу. И хотел бы вам сейчас показать видео, которое есть у меня на канале. И это как бы будет обращение Анзора после смерти к клопообразным. Клопообразным на чеченском языке, конечно. Но если есть оккупанты, которые понимают чеченский язык, им тоже будет полезно услышать, что им говорил Анзор. Даже если к этим 200 тысячам, он говорит, я переведу для своих зрителей, которые не знают чеченского языка, даже если еще к этим 200 тысячам добавить 200 тысяч или 200 миллионов,
пока Аллах не пожелает, я свой рот не закрою, он говорит. И в тот день, когда Аллаху это будет угодно, тогда я это закрою. Вы, даже если вы убьете всех моих родственников, что бы ни случилось, кроме Аллаха, меня никто не заткнет. Он имеет в виду, конечно же, свою смерть. Что только окончание вот его пути на этой земле, только тогда он заткнет, но замолчит. Люля – это кличка Кадырова, которая с легкой руки легендарного генерала Шамиля Басаева стала именем уже известным. Люля – это по-чеченски мундштук, да, что-то похожее на украинское. Вот он обращается к мундштуку Кадырову. Он клянется Господом, что и говорит, что вы Богом проклятые люди. В аду вы будете гореть. Дал дел алвейла, дал дел алвейл, дал газу тяуэль, дал хамеш мелдол кинваш, он ты задолил. После. Но жизнь такова жизнь, мы все смертные, и кто-то проживет на неделю больше, кто-то на 10 лет больше, но мы все умрем. И главное, не как мы проживем эту жизнь, не когда мы умрем, а как мы проживем эту жизнь, и будет ли нам что сказать перед Господом Богом, когда мы предстанем перед Ним. Что мы делали для того, чтобы донести правду в самое трудное время для нашего народа, пережившего геноцид народа? Что мы для него делали? Говорили мы слово, когда имея такие возможности, супер невероятные возможности, нас 300 тысяч здесь, в Европе, в Европе есть, в Турции огромное количество людей. Мы могли бы намного больше делать для того, чтобы нам было что сказать перед Господом в судный день, и что мы могли бы делать сейчас для своего народа, для того, чтобы та вопиющая, гигантская, колоссальная несправедливость в отношении нашего народа хоть как-то была уменьшена. Мы стали такой разменной монетой, нас убивают, и это считается в порядке, в порядке вещей. Имя чеченцы, да, мы чеченцы-то считаем, что мы никакие не террористы, мы такие все благородные, честные, хорошие. И это так на самом деле. Но то мнение, которое нас сложилось в мире, благодаря фашистской России, которая всегда будет нам врагом. Всегда, запомните, чеченцы, никогда Россия нам не будет ни другом, ни братом, ни сватом. Максимум, что она нам будет, это наш сосед с большой, сильной, укрепленной, хорошо укрепленной границей. Никогда они нам не будут друзьями и братьями. Среди русских есть хорошие, порядочные люди, я каждый раз говорю, но фашистская, имперская Россия всегда будет нам врагом. Запомните это. Что бы они ни говорили, сегодня вот сейчас там вроде все хорошо, нам по телевизору показывают, на самом деле это не так. Но в любой момент нас начнут уничтожать. И процесс уничтожения, я абсолютно убежден, он имеется. План по уничтожению нас имеется. И как только подвернется возможность, они это будут делать. Вы знаете, что в 91 году, во время ГКЧП, в 92-м, по-моему, году, нам, ошибаюсь, может, в 90-м году, в 91-м, когда нам завезли вот эти грузовики-длинномерки, вы знаете, что было там около 5000, что ли, в Чечню, вокруг Чечни, завезли вот этих грузовиков-длинномерков, которыми нас должны были депортировать. Вы знаете это, чеченцы?
Вы знаете, если бы Джохар Дудаев и наша элита, властная элита, тогда не выстояла бы, что нас бы депортировали, если бы тогда ГКЧП победила бы. И вы знаете, что верный пес Москвы Завгаев получил эту телефонограмму и готов был исполнить их приказ. Нас должны были выслать, выселить, и мы должны были расселиться где-то. Снова над нами должны были повторить геноцид. Вы знаете, что Дудаев, нам есть видео в Ютубе, где Дудаев зачитывает секретный приказ, секретный документ, изъятый у ФСБшного террориста, задержанного на нашей территории, на нашей стране, где там четко подписано, четко указывается, прописано, как, куда будут депортировать, вывозить, ну, как бы там спасая от каких-то там военных действий и так далее. Поэтому все может повториться, ничего не закончилось. Пока существует террористическая Россия, фашистская Россия, мы не будем жить свободно, чеченцы. Да, вас могут оставить, если вы не имеете там какое-то отношение к этому. Но вы знаете, что в 1944 году, когда нас депортировали, предатели из нас помогали нас депортировать. Вы это знаете? И знаете, что эти предатели точно так же уехали вслед за нами в Казахстан и в Среднюю Азию. Вы это знаете? И то же самое будет с кадыровцами. И все вокруг, кто Кадырова ходит, тоже поймите, это вас не обойдет, да, вы предали свой народ там и так далее. Хотя многих кадыровцев, да, ну не кадыровцев, да, там есть много группировок. Сейчас просто самая главная группировка это кадыровцы. Есть ямадаевцы, есть другие, третьи, которые имеют своих кураторов в разных кабинетах там ФСБ там, или военных там, генштаба. Но при всем при этом многие вынужденно пошли, да, вынужденный коллаборационизм произошел, когда мы были поставлены на грань уничтожения. Это мы тоже понимаем, это смягчающие обстоятельства, но это ни в коем случае не оправдывает полностью быть предателем и коллаборационистом во всех законах, и в наших, и в международном праве является тягчайшим преступлением. Поэтому я прошу вас не делать того, что от вас как бы завтра вам может нанести, ну, вред, тяжкий вред. Давайте почитаем ваши вопросы и потом пообщаемся еще. Так. Сколько среди этих 300 тысяч спящие агенты? Спрашивает. Я не знаю, конечно же, я не знаю, сколько там спящих агентов. И они есть, без сомнения, их отправляют. Но мы должны заниматься. Знаете, в чем проблема, чеченцы? Проблема в том, что мы разъединены, разобщены. Вот что наша большая проблема. Если бы у нас было бы единое руководство, единое командование, мы бы показали бы здесь свое единство, нас бы с нами считались бы как здесь, так и в России, в мире, в других странах. С нами бы больше считались. А мы разобщены, мы каждый сам за себя, каждый генералом из себя мнит, слушает пропаганду. Да, ведется пропаганда, ведется очень большая работа против нас, но ну, у нас есть руководство, у нас есть правительство в лице Закаева. Почему нам его не поддержать? Почему мы так себя ведем? Почему мы сами себе стреляем в ногу? Из-за какой-то гордыни или какой-то лапши, которую нам вешают какие-то пропагандисты и агенты влияния, которые тут находятся. Так, я обращаюсь к адекватным ночи. Мы раз и навсегда должны сломать хребет кузницы агентов в Европе. Нужно поставить жирную точку в этом вопросе. Фильмы и сериалы. Среди узких есть хорошие люди, до тех, пока вопрос не заходит, чей Крым.
Ну, чей Крым, это вопрос стал после, когда украинцы и крымчане считали, что Чечня терроризм и зло. До этого был вопрос, чья Чечения, и вот тогда тоже выявлялись эти фашисты. Так, братья чеченцы будут свободны, говорит Саба Машавариани, Далмула. Нохчиборс, Хос Юртар Урт Олкутам. Территория Март. Один мудрец сказал, каждый 200-й русский хороший, так же, как же это в точку сказано. Так. Чечня, очаг свободы на Северном Кавказе, говорит Руслан Абудов. Так, Адам Грузинский. Устал я бояться. Все грехи, что я знаю про марионеток Путина, я буду излагать в своих видео. Про то, как Султан Мирзаев был комендантом в Гудермесе, Адам Делеханов ходил и носил чай полковником ФСБ. Но в этом нет никакого сомнения, Адам. Абсолютно никакого сомнения нет, потому что они это не свободные люди. Они не могут делать то, что хотят. И за то, что они носят чай, за то, что они в эту систему встроились, за это вот им дают такие должности. Ну, не только за то, что чай носят, конечно же. Одного чая носить недостаточно, чай носить у них есть и свои. Нужно, чтобы убивали чеченцев, резали, выкалывали глаза, убивали детей, женщин. Вот что русским фашистам нужно. И вот эти Адамы, Демирхановы, Кадыровы и разные вот эти мерзавцы, вот они делают эту работу, и за это им дают. Но это миг, это пыль, это замок на песке у моря. Маленькая волна, и нет этого. Они это не понимают. А некоторые, кто понимает, просто изъедает себя изнутри. Они понимают, что им настанет конец. И настанет конец. Всем до единого достанет конец. И за Мамихана придется ответить не только тем, кто убил его, а тем, кто заказал. Тем, кто заказал. И это не один Кадыров, там Кадырова он обзывал личность Кадырова. Но эта личность Кадырова входит в группу Путина. Их несколько этих групп, ФСБ, ГРУ там, и так далее. Россия большая, огромное влияние. Есть много групп там, как региональных, которые находятся там на Дальнем Востоке, в Сибири и так далее. Свои местные князьки. Время от времени Путин там делает рокировку, их меняет, чтобы они там не засиживались. Но так есть и в центре, в Москве, группы, которые состоят кремлевские группы, там какие-нибудь военные группы, ну и так далее, и так далее. ФСБшники есть, которые там подчиняются. Да, они все имперцы, они все русские фашисты, но между ними есть вражда постоянная. Вы, наверное, помните, как Алаудинов там попытался там сместить Кадырова, там этот мэр Аргуна, глава Урус-Мартана, там, видимо, глава Урус-Мартана их всех слил, и поэтому он как бы особо сильно не пострадал, или может был там косвенно только замешан в этом во всем. Но Алаудинова вы уже не видите, он во двор даже не выходит, да, он у себя дома сидит. Глава Аргуна, например, бежал. Я хочу сказать, что вот этот глава Аргуна, он бывший глава уже получается, оккупационный глава, да, всегда это подчеркивать. Этот глава Аргуна, он работал как на ФСБ и на военных. ГРУ, ну как, так называемая ГРУ, да, это там уже для большей солидности они себя там ГРУ называют. Это обычные русские военные, которые убивают людей ради русских. И вот эти люди пытались свергнуть, потому что у Кадырова много врагов. Врагов Кадырова ненавидят очень многие. И, конечно же, вероятность большая, что это от группы путинской, куда входит Кадыров, человек пришел. Но также он мог прийти и от военных, потому что убийствами за границей занимаются военные, ГРУ так называемые. Хотя вот Хангашвили убили, они говорят, это было ФСБ. Ну не знаем, не знаем. Следствие установит, это русские пропагандисты разные там инфобросы делают.
чтобы нас запутать. И у них это хорошо удается, между прочим, что надо признать. Поэтому посмотрим. Давайте чуть еще поотвечаем на ваши вопросы и там посмотрим. У меня есть еще очень интересная тема про взрывы домов в 1999 году и про Березовского, который в вчерашнем моем интервью Дэвид Саттер сказал, что он практически уверен, что это была идея Березовского. Я просто не стал углубляться, я еще поговорю об этом с Дэвидом Саттером. И, конечно же, мы выложим все наружу, с чем связан, был ли связан, вероятно, и почему так Дэвид Саттер считает, что Березовский приложил к этому руку. Так, Алт Динаев, нифига себе не ожидал от тебя. Это ты мне не ожидал от меня? Да, кстати, по поводу ожидал, не ожидал. Много людей, несмотря меня, делают какие-то выводы. Против меня работает большой механизм. Все мои постоянные зрители, все мои друзья прекрасно знают, что против нас идет атака. И сейчас там в Инстаграме появляется, от меня появляются там, у меня есть новый Инстаграм, он называется Reality Арцуев. Другие, как бы, это не мои, пишут разные комментарии, лгут, да, возводят. Но с другой стороны, я знал, что так будет. И как мы, верующие люди, мы знаем, что если на вас говорят то, что вы не делали, они забирают у вас грехи. И я чувствую, что мне становится легче. Правда? Честное слово. За что я не берусь, у меня получается. Честное слово. Я уже как бы боюсь даже стать, там, я не знаю, каким-нибудь там гордецом, что у меня все получается. Вот так делать, и все получается. Вова, у тебя большие проблемы, у меня все получается. Скоро я тебя буду судить в Гааге, падла. Поэтому не верьте вот про эту ложь, которую распускает разная агентура, которая заслана, и сделать, чтобы вот в этой мутной воде между нами устроить раздор. Нет, никакого раздора быть не может. Так, пойдемте дальше. Как найти? Нужно здесь, в Европе, как-то выкинуть отсюда поддерживающих Кадырку. Это не так-то легко, раз. Во-вторых, мы можем, конечно, очень сильно помочь местным властям очистить отсюда вот этих людей. Но мы как-то должны систематизировать, как их выявлять. Как? Очень трудно выявить. Тут явный агент, ты уже всю его подноготную выложил, и тебе говорят, не, это не агент, ты что, у тебя нет доказательств. А как его выявлять тогда, который там просто постукивает, да, где-то там перестукивается со своими этими кураторами? Очень сложно. Потом второй вопрос. В отличие от обычных мигрантов, да, политических беженцев, которые проживают здесь в Европе, в странах Европы, они имеют хороших консультантов, и знают, что в первую очередь нужно закрепиться, получить документы там, и так далее, получить юридический статус, да, политического беженца. Когда вы получаете юридический статус, вас лишить очень сложно этого статуса. Только одно условие там, международной конвенции есть, что в случае, если лицо представляет угрозу национальной безопасности. И мы в этом плане как-то должны донести, что вот это лицо представляет угрозу в вашей стране, например, Германии, да, представляет этот человек вашу угрозу. Второй вопрос. Если человек уже получил гражданство, не политический статус, а гражданство, и когда он подавал документы, а чаще всего они подают документы, и все делается с юридической стороны, тютелька в тютельку, через 2 года его уже лишить этого гражданства нельзя, если не было нарушения при подаче документов на получение статуса. Да, ну, допустим, там изменена фамилия, да, он представился другой фамилией, другого года рождения, там, другого имени и так далее. Где-то, если он соврал, представился другой личностью, то гражданство давалось от этой личности, вы были другой личностью, поэтому мы вас лишаем. В таком случае возможно. Даже если человек представляет угрозу национальной безопасности, человек, который имеет уже несколько лет гражданство европейской страны, одной из стран какой-нибудь,
Его нельзя лишить гражданства. И они это знают, в отличие от нас, многих нас. Мы не умеем подготавливаться к судам, мы не умеем изначально как-то работать на это. Даже гражданство мы не получаем. Даже когда нам приходит срок получить гражданство, у меня знакомый, ему давали гражданство, пришла бумага, он просто взял и выкинул, ему лень было, просто, он плохо читал по-бельгийски, взял и выкинул это письмо, сказал, не нужно мне это гражданство. А потом уже ситуация изменилась, это было давно, ситуация изменилась, и вот сейчас уже проблемы с гражданством, ему уже не дают это гражданство, тогда давали. Может быть, помиделись, сказали, ничего себе, ты нос воротишь от нашего гражданства. Вот это может быть. Поэтому выкинуть у нас будет большая проблема их. Но сейчас что мы должны сделать? Во-первых, организоваться и делать митинги обязательно не перед австрийским посольством, это провокация, сразу заявляю, если кто-то будет делать перед австрийским посольством. Австрия задержала преступников, Австрия давала безопасность этому человеку убитому, Мамихану Анзору, давала безопасность. Поэтому ни в коем случае не Австрия, российская, обозначить преступников. Сперва мы назовем преступников. Логово, банд-притон российский преступников. Мы должны прямо и четко об этом заявлять. Обязательно нужно делать в каждой стране, где вы находитесь, делайте 1, 2, 3 человека будет достаточно. Больше даже если нет, этого будет достаточно. Выходим, заявляем, в этом банд-притоне находятся русские террористы и убийцы. И самое главное то, что австрийские власти сразу признали это убийство, в отличие от немцев, признали при убийстве Хангашвили. Они не сразу признали, потом признали. Австрийцы признали сразу и теперь занимается расследованием специальная группа, которая занимается политическими убийствами и терроризмом. Поэтому это очень хороший сигнал. Это значит, что против России будут санкции и так далее. Наши требования какие могут быть? Во-первых, предоставить безопасность убежища родственникам, близким родственникам Мамихана Умарова, всем чеченцам, проживающим в Австрии, в обязательном порядке предоставить безопасность. Главное, провести парламентское слушание. Вот очень важный момент, на что мы должны требовать. Тоже Австрии это будет обсуждаться. Обязательно мы должны провести не только в Австрии, и здесь в Германии, и в других странах Европы, парламентское слушание. Этот вопрос должен выйти на политическую повестку дня. Хватит. Больше чеченцев убивать мы не позволим просто так. Если нас убивают, то за это придется платить большую цену. Не только в рублях, в долларах, в евро, которые они заплатят убийцам и их родственникам. Да, кстати говоря. Кстати, эти родственники, если эти сидят, то те родственники будут эти деньги тратить и покупать машины. И жить себе вольготно. Посылать ему еще передачи туда, на зону. Обязательно должно вот это требование должно быть, поднять это на политический уровень, и мы должны заняться именно парламентскими слушаниями. Если у вас у кого-то есть знакомый депутат в какой-либо стране, не обязательно Австрия, вы через этого депутата можете поднять этот вопрос. Просто вы живете, например, в Берлине, вы идете в парламент Германии, живете там в Париже, идете в парламент, просто в каждую дверь стучите. Я именно так и сделаю. Просто идете и стучите в дверь, каждую дверь, и говорите, я такой-то, такой-то. Нас убивают, и мы хотим прекратить эти грязные преступления. Мы хотим, чтобы наш вопрос обсуждался и на законодательном уровне было принято решение о защите чеченцев от этих русских террористов, которых посылает нам сюда Россия. Вот этот вопрос должен быть именно так поставлен и так поднять. Хватит. Нас больше убивать мы не позволим. Ни в коем случае.
А даже если они убьют, преступление, террорист и бандит, это его сущность, этого террориста и бандита, они будут убивать. Но даже если они будут убивать, мы должны именно в этом направлении двигаться и наносить максимально болезненный удар для них, чтобы они знали, чтобы каждый раз они заплатят там 10 тысяч, 200 тысяч, как сейчас говорит Анзор, или же еще какие-то суммы, что этими суммами это не обойдется. Никогда в своей жизни Кадыров не посмеет чихнуть, если ему Путин и Кремль запретит чихнуть. Понимаете? Никогда в своей жизни. Это не Кадыров, не один Кадыров. Это Кремль, в который ходит вот этот клоп с русского ватника под именем Кадыров. И не давайте говорить это там чеченцы, межчеченцы. Это они хотят еще с того времени, когда Яндарбиева хотели посадить напротив Завгаева. Тогда они хотели, это мечта русских. Эй, чеченцы, наша борьба проиграна, если мы начнем это сводить к чеченизации. То, что нас сводили там, к радикализации, там, каким-то там всемирному джихаду, это тоже был наш проигрыш. Благодаря вот этой группе Ахмеда Закаева и наших патриотов, настоящих и думающих, настоящих много, это правда. Кто-то ошибается. Но эти люди думали и вовремя подняли это знамя нашей Ичкерии. И эти сохранили нашу Ичкерию. У них тогда не получилось. Теперь же они хотят, это мечта, просто самая лучшая мечта, уйти Путина от ответственности и так далее, потому что будет, если это будет чеченизация, чеченцы убивают чеченцев. И именно поэтому русские пришли и навели порядок, просто встали на одну сторону из чеченцев. Вот так это будет выглядеть. И тогда вопросов нет, мы плохие чеченцы, мы убивали друг друга, получится, да? И получится так получается. Они к этому подводят. Не давайте подвести ни Deutsche Welle, ни BBC, никому этим. Может быть, они не понимают. Но так много непонятного не может быть. Да? Это журналисты. Там работают русский имперец, в Deutsche Welle он работает, Ost-West или в BBC он работает, или на радио Свобода он работает. Неважно в какой радиостанции. Очень мало русских, которые не имперцы, то есть не фашисты. Я сознанием дела это говорю. Очень мало. Очень. Да, вам может русский сказать, что он не имперец, что он себя любит, уважает. Только вы отвернетесь, он окажется в группе русских, он будет говорить, да, мы великая страна, потому что они с молоком матери так впитывают. Это великие русские, там, остальные все там пиндосы, чурки, хохлы и так далее. Поэтому давайте будем четко расставлять акценты, не дадим себя обмануть. Да? Мы не являемся, наш конфликт не является гражданским конфликтом. Кадыров, Ахмад и Кадыров, и Ямадаев, они не могли свергнуть Путина, свергнуть Масхадова и так далее. Они с помощью русских штыков, будучи агентами, находясь там, предали и перешли на сторону русских, когда войска уже пришли. Это надо не забывать. Это принципиально важный момент в нашей борьбе, в нашей русско-чеченской войне. Понимаете? Это суть. Не будет сути, не зрим в коре, мы проигрываем. Понимаете? Все 300 тысяч зря погибли. Разрушенные города, мы лузеры получаемся. Пока я жив и мои товарищи, мы не позволим это просто так происходить. Поймите, наконец, поймите. Нету никакого Кадырова, нет Кадырова. Кадыров это придуманная картинка из телевизора. Это клоп с русского ватника. Как его Дудаев называл, это клопы. Нету этого ватника, нету клопа, понимаете? Нет Кадырова. Есть Путин, ФСБ, Кремль, вот кто есть, вот враг. Так, ичкерийский спецназ. Я считаю, нужно усиливать влияние на государственном уровне. Вот об этом как раз я и говорю, ичкерийский спецназ. Именно так и надо делать. Лорс Андерсон. Аслан, ответь честно, ты считаешь суннитов арабской сектой ислама?
Лорд Андерсон, я неоднократно об этом говорил, я не считаю суннитов сектой, арабской сектой. Это бред, который на меня возводится. Я миллион раз говорил, никогда я не утверждал, что ни сунниты, ни кто-либо является какой-то сектой, сунниты, вообще сунниты, мы сунниты, как мы можем быть сектой, что за вообще... Я просто не хочу эту религию обсуждать. Давайте, если вы хотите обсудить со мной религию, встретимся, вот в экране можем, по телефону можем. Мой WhatsApp я 100 раз выкладывал, он есть в открытом доступе. Позвоните, напишите, хотите обсудить. Я не специалист в религии, но я все, что знаю и что чувствую, я вам расскажу, что как я молюсь Богу, если вам так это. Хотя это личное дело каждого. Я молюсь, как я хочу, как я считаю правильно. И никого это не должно волновать. Ни на севере, ни на востоке, ни на юге, ни на западе. Это личное дело каждого. И, конечно же, я не могу считать суннитов, арабов сектой в исламе. Так, пойдемте дальше. Вот, смотрите, Хахсававани Усманова. Если вы ненавидите Рамзана, это разберитесь с ним. А чем виновата, где провинилась его мать, говорит. Ну, это, короче... глупый вопрос, на который мы не будем отвечать. Наши матери тоже ничем не провинились. Ни в коем случае я не одобряю ни словесное, ни моральное, ни физическое воздействие не на того, кто совершил. Не на того. Ни на брата, ни на отца, ни на тем более женщин. Я ни в коем случае не оправдываю. И ни в коем случае я не могу это оправдывать. Это незаконно, это преступно. Но они так не ведут себя. Они убивают наших женщин, они насилуют, грабят, убивают, режут, унижают. Публично причем это делается. Бьют электрошокером, оскорбляют. Это все публично делается. Ладно, поехали дальше. Так, Роберт Хавач Рамзаник, Даков Дила. Так, поехали дальше. Адам Грузинский. Лорд, я знаю про твою агентуру даже среди биноевцев. Адам Делимханов, я знаю про твоих стукачей и про методы работы не только в Европе, но даже в Чечне. Как они работают во всех сферах и областях. Жду от тебя информацию, мы сделаем ее доступной для всех. Адам Грузинский. Джавар Дудер, ассаламу алейкум, братья и сестры. Алейкум салам, Джавар. Несущий мир. Роберт, твой муж Путин сколько раз за... Так, это мы не будем читать, извиняюсь, несущий мир. Так, мистер Николь. Так, мистер Никополь. Басаев же сказал, что Ахмад Кадыров был под псевдонимом Адам, когда взяли ФСБ в Грозном в 96 году. Да, об этом говорили, это правда. Так, валейкум салам, Чечен. Так. Адам Грузинский. Я знаю про договор между Аздиевыми и Ямадаевыми. Интересно, да, я послушаю с удовольствием. Расскажи. Я знаю про так. Поехали дальше. Адам Цетель. Я думаю, игиловцы в Европе не пойдут против посольства России. Ну, тогда будем делать выводы. Почему это мы, если не посольство России не идут, тогда что это за ИГИЛ такой? ИГИЛ же всех кафиров мочит, да? А кто больше кафир? Больше не то, что это неверующий, да? Кафир переводится там, или иноверующий. Это сатанисты самые настоящие. В этих банд-притонах сидит агентура, убийцы, преступники, разведчики. Вот все это сидит вот в этих посольствах. Здесь у нас в Гамбурге есть посольство, представительство вот этих бандитов. Так, пойдемте дальше.
Так. Аслан Умаев. Кадыров Ахмад продавал анашу Хоси Юрте в 88-89 годах. Нормальный бизнес, Аслан, у него было, я тебе скажу. Так, Джавар Дадай, ставим лайки, подписывайтесь на реалити. Хамзат Гилар, Аслан, бумаги это по выселению были подписаны Черномырдиным и Митюковым. Митюков это тот, который сейчас возглавляет Северокавказский округ, да, такой был, дружок этого, Евкурова. И вы, она Хамзат. Так. Чеченский след, Рязанский сахар говорит, нужно осветить, если есть инфа. Так, добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки и подписывайтесь на реалити, пусть люди узнают правду. Так. Адам Грузинский, Аслан, Аймани кипятком обливала в резиденции пленных. Вот это ответ тот, который говорит, при чем здесь мама. Кстати говоря, я забыл, когда мне это сказали, сказать об этом Анзор из Вены, который вот сейчас убит. Он говорил об этом, что она обливала кипятком. Представьте, у них семейный подряд получается. И я верю, валлах билла, верю, что, потому что есть у нас, у чеченцев, как и у немцев, да, мутершпраха, материнский язык, да, мы становимся, как бы, отцы у нас принимают участие в воспитании детей, это, ну, там, максимум подзатыльник отвесят. Это все принятие участия отцов в воспитании детей. Ну, утрирую, конечно, это не так, но у нас, у чеченцев, говорят нейнмот, материнский язык. И нейнмот, это, значит, не только это чеченский язык, это наша гыллак, это наше воспитание, наша культура. Все мы получаем от матери. И люди, которые творят то, что творит Кадыров, Рамзан, Дилимханов, Лорд, Морд и разные другие клопы из русского ватника, они не могут это творить, если их мама так не воспитывала. Если им мама заложила, что нужно убивать, врать, все, что плохое делать, что нет никаких ограничений, тогда это делается. Поэтому я легко верю, что мама Кадырова обливала кипятком. Аймани, не Сисиевна. Рамзан, связи Валамбош, да, поговорим. Ангел Небес, главный террорист, Кремль, Путин и все остальные пешки-клопы. Совершенно верно. Геноцид идет по стопам чеченцев уже в Европе. Совершенно верно. У Анзора просто была цель зацепить, задеть Люлю. Да, и я надеюсь, я очень надеюсь, что он был абсолютно независим в своих, вот в этом стремлении. Его никто к этому не подводил. Потому что было бы правильно каждый раз. Хотя, я думаю, и мне они скажут, там, личный враг Кадырова. Я еще раз говорю, они сейчас вырежут и опять будут говорить, я там не враг этого, не враг того. Я считаю Кадырова частью России. Без России Кадыров ноль. Я об этом 150 тысяч раз говорил и говорю. Кадыров ноль без палочки. Все, хлоп с русского ватника. Мой враг и меня сделали врагом. Русские фашисты из военщины, из ФСБ. Вот кто наши враги. И так было веками. И я не собираюсь соглашаться с этим. Никогда. Так, пойдемте дальше. Ангел Небес, знание Машу, абсолютно с тобой согласен. Так, давайте я немного перемотаю, потому что мы здесь уже много наговорили. Так. Я еще хотел бы, вот сейчас, пока не буду ваш вопрос зачитывать, по поводу того, тех, кто на меня пишут, там, да, в инстаграмах пишут, главных троих я вызвал, не появились, не позвонили, никто ко мне не вышел на связь. Только вот так оскорблять, врать и так далее. За свои слова отвечать никто не хочет. Я буду, конечно же, с этими преступниками теперь уже решать в рамках закона.
Я им просто уже был вынужден и позвал их, давайте, хотя тогда им тоже предлагал, как хотите, хотите по шариату, хотите по международному праву, по-чеченски, ну, как хотите, короче, как по-мужски разберемся, никто не вышел. Про меня многие пишут, я вас прошу, не верьте, абсолютно это ложь. Если бы про меня кто-то открыто вот сказал, вот здесь это сделал, и тогда бы этот вопрос можно было бы обсуждать, где-то что-то доказывать. Никто про меня ничего в открытую не говорит. Просто что я сейчас причастен, начали сейчас писать, отвлекая внимание, что я причастен там к смерти Анзора из Вены, что у меня никакого контакта не было, да. Потом писали про Мансура старого и так далее. И все это в интернете остается, и люди читают, смотрят, потом говорят, я по себе просто сужу, это психология обычно. Ты прочитал, ты не вникаешь в эти детали, да, особенно молодые люди, которые не хотят разбираться, и у них других проблем полно. Они прочитали, все, этот уже опасный, все. Не, он опасный, он там против мусульман. Вот мне сейчас ложь задает вопрос. Это, ну, откуда такой вопрос вообще может у человека возникнуть? Сказать такое, да, ты считаешь сектой. Никогда я этого не говорил, никогда я не допускал. Я сказал, что мы должны жить в соответствии с нашей Конституцией. И что я говорю, опять же, я хочу, чтобы у нас было демократическое, правовое государство. Об этом я говорил, и оно таким будет. Другого мы не построим. Потому что наше государство строилось на основе Конституции, как строили ее отцы-основатели, как закладывали фундамент нашего государства. И я за шариат, да, если понимать под словом шариат прямой смысл этого слова, а не построение там всемирного халифата. Я против построения нами всемирного халифата, потому что мы не можем ничего построить. Опять этот кусок вырежут и скажут, что я против мусульман и так далее, и так далее. И это всегда будет, и они забирают с меня грехи. Если вы мужчины, если вы не тряпки конченые, а хотя вы тряпки конченые, придите, говорите это открыто. Пускай у вас будет мужество врать открыто хотя бы, чтобы я знал, кому можно адресовать свои претензии. Вы же боитесь, вы же просто боитесь открыто сказать. Потому что в основном из вас эта агентура работает против меня. Но у вас ничего не получится, вы не сможете ничего сделать против правды. Я говорю, моя сила в правде. Вот я абсолютно чист, когда говорю вот в этих эфирах. Я абсолютно правдив. Поэтому вы никогда не победите правду. Так, пойдемте к вашим вопросам. Так, больше к этому теме я возвращаться не буду. Хамзат Гилаев, не знаю, Асан, я запомнил эту фамилию, потому что Джахар ее очень прикольно произносил. Понятно. Так, Джона Морозова. Добрый вечер, друзья. Кто забыл поставить лайк? Напоминаю вам. Спасибо. Так, чеченский след, рязанский сахар. Президент Док Умаров рассказывает на видео, как Люля убил старика на заправке из-за очереди к кассу. Да, абсолютно верно, да. Люля. И это тот, знаете, Кадырову, Рамзану тогда было как раз где-то лет там 16-17, сколько ему там было. Или там, я не знаю, сколько ему, 18 было. Убил он человека, который без очереди, Рамзан хотел проехать, ну, залить быстро себе, заправить бензин, и проехал без очереди. Ну, взрослый, угадал, дедушка возмутился, сказал, что ты делаешь, и тот взял и застрелил его. И русские распускают слухи, что он первого русского убил 16 лет там, и так далее. Он никогда не убил русского, он никогда не убьет русского, потому что это его кормильцы, это его хозяева. Да? Он к нему, поедьте, русские, поедьте в Чечню, у вас там самые лучшие условия будут. Обычные чеченцы не испытывают никаким русским вражду и ненависть. Большая часть, мы всегда так жили. Всегда, даже когда вы пришли нас убивать, мы ваших солдат отдавали, кормили и так далее, и так далее. Много этих случаев было, и это наша черта. И я счастлив, что у нас эта черта есть. Потому что я сейчас могу с открытой, с высоко поднятой головой говорить об этом. Мы не вы, мы не фашисты.
Мы ненавидим целые народы. Мы ненавидим только тех, кто виноват в этом. Хотя стоило бы вас всех ненавидеть, да, даже хороших, если на то пошло. Но есть у меня лично друзья хорошие, которых я очень сильно уважаю. Русских я имею в виду. Так вот, когда они его убили, они распускали слухи, что Кадыров в 16 лет убил русского. Нет, он не убивал никакого русского, он убивал чеченцев. Так, пойдемте дальше. Ого, смотрите, очень интересная подробность. Чинго сайцин давоч маитан аш собош тифал ол чайник чур кипиток тиитан цу ляцан эмлочун в доме у Турпала Али Ибрагимова. Турпал Али Ибрагимов это ее племянник, то есть двоюродный брат Рамзана Кадырова. В этом доме был задержанный воин, чеченский воин, пленный, которого мать Кадырова обливала кипятком из чайника тефаль, есть такие подробности, и говорила: вы оставили меня без мужа. Она так говорила и обливала кипятком. Хотя всем известно, что чеченское сопротивление к этому было не причастно. Аслан Умаев, Кадыров это перхоть, говорит. Да, как говорил один мой знакомый коллега, адвокат в Москве, он говорил, это ж фигня из-под ногтей, он говорит. Вы можете нас всех убить, но вы фигней из-под ногтей останетесь. Навсегда. Ну и Путин, ты тоже. Путин, Патрушев, Бортников, вы все фигня из-под ногтей, понимаете? Вы получите все, что угодно, кроме нашего признания вас и страха перед вами. Скоты. Маждада Ибн. Не было бы России, Кадыров день не продержался бы. Да, совершенно верно. Адам Грузинский. Аслан, отцы воспитывают мужчин, а матери, как Аймани, воспитывают Люлька Кадырова. Ну, это тоже, наверное, правда. Но, как бы, ночумата, нейнмот, мооле и бог дерса. Я имел в виду именно это. Так. Дел рейс хульди бора, массера доева далси. Тор, теперь европейские суды имеют прямые доказательства на то, что Россия спонсор терроризма. Да, имеют, конечно. Да, это, знаете, этот как в этом анекдоте нехорошем. Опять нет доказательств, да? Есть доказательства. Это лицемерие, это подлость, которая теперь вышла боком всем. Выходит боком всем. Хватит лицемерить, уважаемые политики из больших высоких кабинетов. Хватит лицемерить, хватит зарабатывать на лжи, на лицемерии, на обмане. Хватит. Куда вы столько не ужрете, если прописано, соблюдайте ваши законы. Россия является не просто спонсором, Россия является очагом терроризма, гнездом терроризма. Чеченский след, Рязанский сахар. Аслан, да, у меня все нормально, чеченский след. Моей безопасности немецкие службы беспокоятся, не волнуйся. В отличие от Анзора из Вены, который пренебрегал этой охраной, отказал, потому что они очень сильно тебя ограничивают во всем. Очень сильно, да. И поэтому, как бы, это не так, что там это твоя охрана за тобой ходит. Это очень накладно, я вам честно скажу. И он от этого отказался. Фарид Семединов. Аслан заслуживает уважения и внимания как минимум за то, что он реально понимает и рассказывает про русский мир. У Аслана понимание в этом деле, как у Джохара Дудаева.
Просто мы знаем, Фарид, о чем говорим. И это не касается еще раз про всех русских. Честное слово, искренне. Искренне у меня есть люди, которые ничем, ну я сейчас не должен, никому я ничем не обязан, которые я уважаю. Просто они, никто может ничего для меня не сделали. Просто за их взгляды, за их принципиальность я уважаю. И этим русским вырасти из этого фашистского имперского общества, появиться еще сложнее, чем чеченцам. У нас там через одного появляются борцы за справедливость. Да каждый чеченец борец за справедливость. Да, кто-то только за свою справедливость, за себя, когда касается. Но в принципе-то, мы-то знаем, русские не так. И они заслуживают вдвойне уважения, эти русские, которые появляются. Тот же Борис Тамахин, Александр Сотник. Много есть. Просто есть в России люди, которых я сейчас не хочу просто в эфире называть. Которые будут проблемы. Они не скрываются, они митингуют, пишут, протестуют, борются. Я просто не хочу их называть имя, чтобы лишний раз на них не было вот гнева вот этих фашистов из террористических банд. Так, Маждат, это вбросы Кремлеботова. Да, скорее всего, Маждат, это тоже есть, но есть кто и поддерживает. Так, Аду Давлетук Аслан, как ты думаешь, русский когда-нибудь признает свои преступления хотя бы по отношению к своему русскому народу? Взрывы домов в Москве, массовый геноцид русских в Чеченской Республике и прочее. Когда-нибудь я очень в это хочу верить, и я буду прилагать всю свою оставшуюся жизнь к этому усилию, да, они признают. Потому что мы их поставим перед юридическим фактом. Иншаллах. Да, мула. Чинхуа. Анзор Вена Онах. Хамзат Джабик Кент Кант Хос Юштар Котам связи Юришпу. Тай. Руслан Мулюси, Аду Давлетуки, если они это признают, то они перестанут быть русскими. Да, тоже верно. Знание Машу. Так, говорит Ангел Небес. Если ловить в Европе чеченоговорящих русских и снимать с них штаны и отпускать, это ведь не уголовно наказуемо в Европе. Лайфхак. Ну, давайте так. Я не против того, чтобы заниматься чеченоговорящими. Их нужно выявлять. Обязательно нужно выявлять. Но это очень сложно. Но давайте не ограничиваться чеченоговорящими. Давайте не переводить это здесь в русло чеченизации, чтобы весь Запад смеялся, смотрел на нас и говорил, это что это за дикари здесь между собой. Есть официальные банд-притоны России. Банд-притоны в каждой стране есть. Есть большие бизнесы русских. Давайте заниматься этими вопросами. Давайте собираться, приходить в посольство, закидывать яйцами, красной краской эти банд-притоны. Можно делать все, что угодно, можно другие вещи делать. А так, снять штаны, это как бы ты унижаешь человека, прилагаешь физическую силу к этому, то, конечно, это тоже как бы является уголовно наказуемым деянием, я вам скажу. Так. Так, Аду через 100 лет, как обычно, пока агентура работает во все направления. Так, Адам Грузинский, Асна, Үш Аллах деш кентибу, Аллах деш кентибу, Үш беш на бец. Аллах деш кенти это уровень Делимхана, а дик кенти это уровень лорда. Дик ант обязательно должен быть из кровей оппозиционеров при Дудаеве. Ого, интересно. Проверены. Но знаешь, я тебе скажу, Адам, если это так исходит, то это исходит из недр ФСБ по Чеченской Республике, из оккупационной этой банды. Поэтому так додуматься, это очень такой хит, потому что из крови оппозиционеров это потомственный стукач.
Знаешь, потомственные. Потому что эти оппозиционеры при Дудаеве, как сейчас оппозиционеры при Закаеве, потом мы узнаем, да, просто вы многие не верите, да, кто не в курсе, просто не занимается этой темой вплотную, многие не верят. Потом вы узнаете, что это самая настоящая агентура. Да, это очень интересно, Адам, надо это нам с тобой как-то поговорить как следует. Жанр Омбадха. Это, по-моему, казахский язык, с ником казахским. Аслан, когда осудят военных преступников, какую республику Ичкерию хотел бы видеть в будущей новой без России? Я не понял вопроса, какую республику Ичкерию хотел бы видеть. Ичкерию независимую, правовую, демократическую. Не знаю, что ты имеешь в виду. Так. Хир Кахман, Кирце и Лаостро. Боже подар, это. Знаю одного человека, говорит Маждата, который топит за всемирный халифат, когда напоминают про геноцид чеченцев, он сразу отвечает, что это масоны, кальсоны, ротфеллеры, только не русские. Да, это такая любимая привычка. Если кто-то что-то сделал, да, это чеченцы, есть такая силовая акция. Если что-то скрытно что-то делал, это евреи. Значит, других плохих на земле нет, только евреи и чеченцы. Все, остальные все святые. И мы прекрасно знаем, что эта фашистская Россия не строит великий Израиль, да? И с Израилем они в контрах, как мы знаем, да? Особенно как только с Америкой испортились отношения. Почему-то считается, что там все валится на евреев. Да, это пропащие люди, они не годны для нашего дела. Да, пускай занимаются своим там делом. Так, давайте я перемотаю, чтобы не опаздывать от ваших вопросов и чтобы можно было поговорить. Так, начнем мы отсюда. Аду Давлетук, Аду Давлетук отвечает Али Динаеву. Можно подумать, ты готов убивать всех своих родственников, связано как-то с кадыровской властью. Не позорься, ты даже свое имя боишься написать. Так, Диана Королева. Аслан, Путин 20 лет руками ФСБ убивает молодежь по всему Северному Кавказу. Убивает пытками, инсценирует из убитых лживые спецоперации несуществующими террористами, оклеветал боевиками. Абсолютно с вами согласен, Диана. Это совершенно верно. Об этом мы постоянно кричим и говорим. Так, пойдемте дальше. Руслан Абудов. Аслан, как дела у Ахмеда Закаева? От него ни слуха, ни духа. Все нормально у Ахмеда Закаева. Отлично все. Так, антирашизм. Если на 100% знаешь о Путлере кафыровце в Европе, то можно плюнуть в морду. Так. Я не говорю их убивать, их просто нужно презирать. Говорит. Так. Адам Грузинский, я буду тебе представлять инфу из первых рук своих источников, Арцуев. Все, договорились, Адам. Так, пойдемте дальше. Reality French English. Мне европейский политик сам сказал, Европа не будет лезть в российские дела до того, как Россия не будет открыто угрожать Европе. Но совершенно верно. Но это не значит, что если они не лезут, это не значит, что мы должны как бы молчать. Мы должны каждый раз ставить в укор. Например, та ситуация, которая сейчас происходит, да, и сейчас уже, да, как об этом сообщает Нью-Йорк Таймс, гибнут американские солдаты в Афганистане, коронавирус, на мой взгляд, да, и тоже и детище Путина, и фашистской России, и ФСБ.
Люди гибнут и будут гибнуть. Есть угрозы. И в Украине сейчас уже 13-14 тысяч человек уже погибло. Сотни тысяч, если не миллионы, стали беженцами. Страна просто перевернута наизнанку. Просто все вывернуто. Жизнь людей изменилась кардинально. Тут в Европе все меняется. И мы должны об этом говорить. Если вчера вы называли Чеченскую республику внутренним делом России, то теперь настало время, что Европа и Запад стал внутренним делом России. Мы должны напоминать и говорить об этом. Мы должны четко требовать и говорить, что это международное право, это же не отдельно Германии, США или там Австрии. Это общие люди собрались, люди со всех стран, всех национальностей, всех рас и вероисповеданий. Собрались, сели и сказали, вот это мы обозначаем как международное право. Вот эту организацию, например, была Лига наций, потом ООН, вот этой организации мы как бы такая семья, мы будем решать свои там какие-то дела в соответствии с международным правом. А это международное право распространяется и на нас. Но нас пока лишили этого права. И мы пока молчим. И у нас очень много сейчас подрастает молодых людей, которые говорят на всех языках Европы. Много юристов и журналистов у нас. Но почему-то все молчат. Вот один Анзор говорил, да, единственный настоящий критик Кадырова был Анзор. Но есть критика России, надо делать и критику России. Не только одного Кадырова. Кадыров это только один из членов команды Путина. Клоп. Ладно. Пусть начинают защищаться. Вилпес Инкульта. Так жалко Анзора, очень жалко. Правда, что он везде всегда был один. Я не знаю, Вилпес Инкульта. Ну, его снимали на камеру, его кто-то всегда снимал, потому что камера была подвижная. И как-то он в своем эфире сказал, когда разговаривал, он сказал, когда эфир уже заканчивался, он сказал, выключай Ахмед Али-Хаджиев, он сказал. Это мог быть Ахмед Али-Хаджиев. Так, я опять немного перемотаю. Так. Руслан Улос. Европа превратилась в проходной двор ФСБ в связи с участившимися терактами российских спецслужб. Салманка. Ведь сейчас убивают нас, да? Но завтра это могут быть австрийские политики, немецкие политики. Убийство Хангашвили недалеко от здания администрации Меркель. Произошло это убийство. Через 2 дня этот киллер уже находился, и зная, что Ангела Меркель, скорее всего, будет против того, чтобы Путин вернулся в G8, в G7, чтобы она стала G8, киллер ждал звонка. Как только ему сказали, ждал сигнала, как только ему сказали действуй, он подобрал пятницу, когда было удобно, потому что в мечеть шел. Да, это стабильно, очень удобно. И все, кто ходит в мечеть там и так далее, прошу всех как-то менять свои маршруты передвижения, не в одной и той же мечети молиться и так далее. И это была прямая угроза Ангела Меркель. Ангелу Меркель он это сука. Путин это мразь, это сука конченая. И если бы он не был бы сукой, мразью, если бы не был, он бы не запугивал бы собакой женщину. Канцлер или не канцлер, ну вести себя как хам просто, конченая, просто слов у меня нет. Завести собаку, зная, что Меркель она не нравится, он ее так решил как бы там попугать. Ну, просто у меня слов нет на этих мерзавцев. И потом, когда убили Хангашвили, это был такой привет Ангелы Меркель, когда убили Хангашвили, вывели, нас использовали. А почему использовали? Потому что мы не слушаем свое правительство, потому что мы разобщены, делаем кто как хочет.
У нас есть представитель в Берлине. Его никто не послушал. Пошли делать митинг. Вот нас позвали там. Стоп, не надо, подождите. Нет, никто не слушает. Мы идем и митингуем перед администрацией Меркель. Это такую глупость просто. Это же видно просто. Как это можно было делать? И потом некоторые наши тоже полезные начали делать митинги в других странах не перед российским посольством, а перед немецким. Вы соучастники, получается. Это не я, это вы так поступаете. Если у вас не хватает ума, не делайте просто. Послушайте, что вам говорят умные люди. В конце концов. Хватит уже. Гылкши, мы здесь, вы здесь. Не между собойчик такой, у себя в огороде копаемся. У нас все очень серьезно здесь. Так. Пойдемте дальше к вашим вопросам. Аслан, почему бы нам от имени чеченского народа официально не попросить правовой помощи у Америки и Англии? Это хороший вопрос, и этим надо заниматься. Но, понимаешь, если начать на государственном уровне финансировать наши процессы, это как бы неверно. Это должны делать общественные правозащитные организации, нас должны финансировать. И нужны финансы для этого. Нам правовая помощь, если у нас есть финансы, нам больше правовой помощи не нужно. Мы можем сами все организовать. Мы сами и юристы понимаем, а чего не понимаем, можем приглашать. У нас очень много серьезных друзей, которые нам могут помочь. Но для этого надо как-то организоваться. Нужна политическая воля. Наш вопрос стоит не в юридической плоскости, а в политической. Вот я вчера говорил с Дэвидом Саттером, сегодня вы, наверное, видели это интервью, он там рассказывает, что подать в суд, заниматься этим, что это, он прям говорит, что это политический вопрос. Он запрашивал взрывы, про взрывы домов. И ему отвечали, испортятся отношения. И кого винить? Вы же не можете сказать, нет, вы там, нет, это наши национальные интересы, извините. А вы кто? Вот там могут сказать. Поэтому вот этот политический вопрос, да, это обидно, досадно, но мы должны понимать, что так в мире бывает, мы тоже не бросаемся помогать там всем на свете. Правильно? Да, все сложно. Мы можем просить гуманитарную помощь. И я начал этим вопросом заниматься. Но Кадыров начал раздавать гуманитарную помощь. Потом я начал общаться, и вроде бы там уже чуть-чуть полегче стала ситуация. И как необходимой такой острой гуманитарной катастрофы не было. Хотя я кое-кого предупредил, кое-куда написал. И в случае, если будет обостряться ситуация, то, конечно же, мы будем требовать гуманитарную помощь именно для тех, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике. Посмотрим. Но, Симсир, братья, открывайте новые каналы взамен закрытых каналов Анзора. Но, Симсир, я могу тебе посоветовать сделать то же самое. Не думайте, что кто-то за вас это должен делать, что Ахмед Закаев это должен сделать, Анзор это должен сделать, там еще кто-то. Нет, это каждого касается. Это наша, это всех наша страна, это всех наших убили 300 тысяч, наших граждан разных национальностей. Геноцид чеченского народа устроили именно над нами. Это каждый это должен делать. Давайте, открывайте. И вам Анзор показал, что не обязательно знать хорошо русский язык. Он вообще не плохо говорил на русском языке, относительно плохо говорил. Хотя достаточно хорошо он говорил на русском языке. Не обязательно хорошо говорить, грамотно говорить на русском. Вы можете доносить правду.
Как вы можете? И он снимал вот эту злость, которая была на этого Кадырова, который вперед русских бежит и убивает нас. И Кадыровы, лорды, морды и все остальные, если подозрения. Ямадаевы. Это все одна банда мерзавцев. Я слышал, что сунна идти в мечеть одним путем, а возвращаться другим путем. Но я это не слышал. Ну, и сунна это или нет, сейчас для безопасности это нужно делать. И ладно. Чеченский след Рязанский сад. Аслан, ты в составе правительства Чеченской Республики Ичкерия? Нет, я не в составе, абсолютно, я не в составе никакого, и не войду ни в какое правительство, потому что мне это не нужно. Я это делаю только лишь хоть как-то помочь вот в этой сложной ситуации. Все, я не хочу, ничего мне от этого не нужно. У меня все просто идеально отлично. Во всех планах, да, во всех просто. Поэтому я работал бы, как-то мы оккупируемся, я буду работать, если к тому времени будет такая возможность, адвокатом буду работать. Мне моя работа нравится просто безумно. Безумно. Не бесплатно, конечно, я это буду делать, как сейчас мне приходится. Но, и причем, может быть, далеко не бесплатно. Я буду дорогим адвокатом. Так, пойдемте дальше. Так, пойдемте дальше. Так, а может да, закая гума дамаца цауит от агенш под маской религии. Да, бокмадуи. Я витама цауит. Вот, просто я рядовой гражданин. Я вот просто я занимаюсь правозащитой и блогерской деятельностью. Вот то, что они сейчас возводят на меня, говорят, ну просто уму непостижимо. А я представляю, как на Закаева они это говорят. И стоит что-то как-то сказать. О, Закаев сказал, сравнил там, Дижоне то, что случилось, сравнил их там с кем-то там. Это Закаев сделал, то сделал Закаев. Закаев как-то говорит там на Ост-Весте, Борису Райчустеру дает интервью, там показывают там вот этих Дугазаева и вот этих разных мерзавцев, один из которых и Дугазаев в том числе, да, они организаторы, вернее, пособники организаторов моего убийства. И они там стоят и говорят, Кадыров, патриот России, там, герой России, что-то такое. Они говорят, и Закаев говорит, ну вот все стоят, это агенты, и тот, кто ездит домой, они тоже потенциальный агент. И вот я имею в виду, потом дополняет тех, кто там стоит, говорит, это агентура. Агентура это же не значит, что тебе там погоны дали, там, ты стучишь, все, ты агент, ты доносишь информацию, ты уже агент, короче говоря. И все, Закаев сказал то, Закаев сказал это. Вот, ну, раздувают, но это все ерунда. Так, пойдемте дальше. Так. Дебора, Аслан, народ имеет право привлекать мировое сообщество, нас истребляют. Да, Дебора, абсолютно с тобой согласен, конечно, имеет. Но только я, когда выхожу на митинги, я не вижу этот народ. Когда убивают, Мансура Старого убили, нас вышло там в Австрии, в Берлине, там несколько человек. Все. Убили, сейчас посмотрим, сколько выйдет, когда этого Мамихана Умарова, Анзора убили. Посмотрим, сколько выйдет. Хангашвили убили. Вышли тоже очень мало людей. Я не знаю. Где этот народ? Этот народ, этому народу ничего не нужно. Им, наверное, сидят там, в мечети ходят, все, вот он достиг всех, вот он достиг высшего пика. У него есть борода, пойти в мечеть. Все. Ничего ему не нужно.
Почему бы нашим диаспорам совместно не открыть единый фонд национального спасения, куда каждый член смог бы жертвовать 1 евро в месяц на строительстве в Европе? Это дало бы мощный толчок движения. Ричард Лео, я полностью поддерживаю твою идею. Организовывай. Организовывай. Так, ичкерийский спецназ. Нам достаточно быть просто гражданами, только свободными. Нам не нужны подачки и копейки от этих гнид. Так, молодежи, богатством старики. Звук пропал. Как пропал? Ничего не пропало. Так, Reality French English. Пока мы не будем организовываться и не признаем свою власть, мир нам будет смотреть как на африканские племена. Отлично сформулировано. Отлично. Полностью с тобой согласен, брат. Ангел небес, браво, Асна, это тварь, Кремль, все беды на нашей родине, будь они прокляты. Аминь. Так. Чечня не Россия. Цаболш, Хаболш, Лил, Уэлилш, Волчар, Целя митинги бон, светиться да. Это тоже правда, брат. Так, у нас осталось 5 минут, и я бы вот эти 5 минут хотел бы вам сейчас показать. Давайте вот на этом закончим, а то я вообще не хотел бы постоянно говорить и каким-то быть там специалистом во всех областях. Я бы хотел бы показать вам 8-минутное видео. Как раз эфир у нас уже заканчивается, постараемся уложиться, где Гордон спрашивает у Березовского по поводу взрывов домов. Как к Гордону я отношусь, вы все прекрасно знаете. Это, ну, не будем его комментировать, но интересно, о чем говорит Березовский. Меня Березовский заинтересовал после того, как Дэвид Саттер сказал, что Березовский может быть тем человеком, который предложил взрывать дома. Хотя это только ФСБ могла додуматься, но мы еще с Дэвидом поговорим на эту тему. Давайте послушаем, что он говорит, потому что не хочется этот эфир оставлять без самой главной и болезненной темы для террориста из Кремля — взрывы домов, когда русские убивают русских ради того, чтобы захватить власть. Взрыв на Каширском, после взрывов на Волгодонске. Значит, водитель автомобиля в Рязани заметил 2 людей, которые выгружали мешки около подъезда дома. Подозрительные мешки. Это ему показалось подозрительным. И он сообщил об этом в органы. Не знаю, честно, ФСБ он сообщил, местное, милицию. Короче говоря, были задержаны 2 человека с этими мешками в подвале этого дома. В мешках, и вот я сейчас рассказываю дальше информация, которая вначале появилась, вот с самого начала, когда сообщили о том, что предотвращен террористический акт. В этих мешках оказался гексоген и взрывное устройство. При этом 2 сотрудника, которых задержали, оказались террористами. Через очень короткое время удалось задержать этих сотрудников там же, в Рязани. И оказалось, что они сотрудники ФСБ. Арестовывала их региональная ФСБ. А они были сотрудниками Центрального ФСБ. То есть Центральная ФСБ не поставила в известность региональную ФСБ об этой спецоперации. Те люди, которые были на опознании, что ли, да, во-первых, было снято взрывное устройство и размещено и в газетах местных, и на интернетских сайтах. А во-вторых, были показания одного из участвующих в этой операции предотвращения вот этого теракта, что это гексоген. По-моему, на следующий день или через день
было совещание в Кремле, где тоже силовых что-то структуры, я уже сейчас не помню точно, где выступал с промежутком в полчаса в то время министр внутренних дел, господи. Рушайло. Не имеет значения. Нет, имеет значение. Хорошо, мы к этому вернемся. Рушайло. Совсем недавно он ушел в отставку. Потом он был секретарем Совета безопасности. Рушайло. В Кремле проводилось совещание через несколько дней, буквально через один день, что ли, да, где последовательно интервалом полчаса выступал министр внутренних дел Рушайло и директор ФСБ Патрушев, которые сделали два противоречия друг другу заявления. Рушайло рассказал о предотвращении теракта, а Патрушев заявил о том, что это были учения. Что это были учения, и вот бдительный советский народ, значит, схватил за руку и так далее, и так далее. А гексоген настоящий? Дальше больше. Дальше Патрушев сказал, что это был не гексоген, это был сахар. И более того, мы вывезли на полигон и проверили. И это был действительно сахар. Извините, ребята, если это учение, если вы сами его устраиваете. Зачем полигон? Вы что, проверяете это сахар, туда положили гексоген. Но более того, вот фотография вот этого взрывного устройства, которое они назвали муляж. Они сказали, что это был муляж, а не взрывное устройство, которое было помещено в гексоген, в каждый из мешков. Это взрывное устройство появилось на фотографиях. И здесь, когда я проводил расследование, я нанял экспертов английских и французских, которые по фотографии должны были установить вот этот монтаж, который сделан, проводов и так далее, эти устройства, которые там были. Это, на самом деле так, да, на самом деле работающая как бы штука, но хотя бы как схема, да, вот как То есть схема. хотели взорвать этот дом в Рязани? Я хочу сказать, что только они подтвердили, что схема абсолютно нормальна. Да? Поэтому, если это был муляж, что совершенно они же не рассчитывали, что подойдет специалист, который из бдительных граждан, который определит, что это... То есть хотели реально взорвать дом? Безусловно, была попытка взрыва дома в Рязани. Зачем это было нужно спецслужбам, если это так? На самом деле, как я сегодня понимаю, параллельно тому штабу, который работал на имидж Путина, на легитимные выборы и так далее, существовал другой штаб спецслужб, который не понимал, что таким образом можно выигрывать выборы. И, кстати, я хочу вам сказать, что здесь полная аналогия с тем, что происходило в 1996 году. Полная аналогия. Как вы помните, в 1996 году выборы были в июне, а в марте месяце Коржаков, Барсуков и Сосковец уговорили Ельцина подписать 3 указа. Да? Один о переносе выборов на 2 года, второй о запрете Компартии, и третий о разгоне парламента. Да? То есть абсолютное непонимание дремучими homo советикус, да, как устроена жизнь, уже новая жизнь. Да? Они не верили, что можно действительно с помощью ящика, да, сделать то, что они делают с помощью пушек и пушечного мяса. Да? И этот менталитет абсолютно сохранился. И вот те люди, которые планировали вот это все делать в 1999 году, безусловно, были, с одной стороны, уверены, что вот так, как мы наметили, не победить, это первое. И второе, может быть, они как раз хотели тем самым взять под контроль Путина и как будущего президента страны. Опять, это предположение, да, но факт остается фактом, что те сведения, которые мы собрали, я вам рассказал только один эпизод, потому что на самом деле был очень значительно другой эпизод, когда за 3 дня до взрыва дома в Волгодонске Селезнев, спикер Госдумы Российской Федерации, объявил о готовящейся провокации взрыва жилого дома в Волгодонске, а взлетел дом в Москве на улицу Гурьянова. А через 3 дня действительно взлетел дом на Волгодонске. Это есть даже на видеокадрах, где Жириновский поднимает этот вопрос и спрашивает, как это так на заседании Госдумы за 3 дня, на заседание Госдумы? Не общее заседание Госдумы, а Президиума Госдумы. Какого-то органа Госдумы. Как это так? Он говорит, 3 дня тому назад нам сказали о взрыве в Волгодонске, через 3 дня он действительно взлетел. Это просто задокументированные факты. На этом сегодняшний наш эфир заканчивается. Всего вам хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете.
Все будет Ичкерия, Дел Мула. Спокойной ночи, ассалам алейкум.